Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На краю! Площадь вносятся государственный флаг Российской Федерации и боевое знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Это священное алое знамя, водруженное весной 45-го года над поверженным Берлином, стало для всего нашего народа на все времена главным символом победы над фашизмом. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы гордо держат в своих руках военнослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка сержант Иван Порчуков и старший сержант Дмитрий Монастырев. Командуют знаменными группами капитан Кирилл Коршунов и лейтенант Антон Михайлов.
Парад! Смирно! Для встречи слева! Накра! Военный парад, посвященный 80-летию Победы, принимает министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада в ознаменовании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал армии Салюков. Начинается объезд парадных расчетов войск Московского гарнизона. Сегодня в военном параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств, ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделений армий дружественных иностранных государств. Более 1500 военнослужащих парадных расчетов – участники специальной военной операции. Министр обороны Андрей Белоусов направляется для приветствия военнослужащих сухопутных войск. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Сухопутные войска в ходе проведения специальной военной операции приобрели самый передовой и бесценный боевой опыт, позволяющий выйти на новый, более высокий уровень подготовки воинских частей и подразделений. Воины-сухопутчики в самых непростых условиях действуют слаженно и решительно, проявляя храбрость, отвагу и несгибаемую волю к победе. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны поздравил парадные расчеты воздушно-космических сил. Личный состав воздушно-космических сил высокоточным оружием и огневой мощью поддерживает боевые действия войск в зоне специальной военной операции, уничтожая стратегические объекты, вражескую технику в глубоком тылу и на переднем крае.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны приветствовал парадные расчеты кремлевских курсантов, военной полиции, Росгвардии и МЧС России, воинов-железнодорожников, российского казачества. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения, радиационной, химической и биологической защиты, воздушно-десантных и инженерных войск. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны приветствовал парадные расчеты участников специальной военной операции, военно-морского флота, ФСБ России, военнослужащих женщин, парадные расчеты иностранных государств и самых юных участников парада – суворовцев, нахимовцев, воспитанников кадетского морского корпуса и юнармии. Министр обороны Андрей Белоусов завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду во знаменовании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов. Вольно! Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей отмечаем праздник 9 мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас. Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Все, что нам дорого, что свято для нас. Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной Армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. Будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу. Дорогие друзья, Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах. Определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, мужеством защитников Белоруссии, которые первыми встретили врага, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска, героизмом жителей блокадного Ленинграда, отвагой всех, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах и в подполье, доблестью тех, кто под огнем врага эвакуировал заводы, кто трудился в тылу, не жалея себя, на пределе сил. Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым. Все республики несли общую, тяжелую ношу войны. Огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом. Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны. Склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию.
Объявляется минута молчания. Дорогие друзья, в огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты. Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран Объединенных Наций. Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего. Дорогие друзья, мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце и передадим это будущим поколениям. Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, ее величия и процветания. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Парад! Смирно! Торжественному маршу! Побатальонно!
на одного линейного дистанции. Первый батальон прямо. Остальные направо. На плечо. Равнение направо. Шагом марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков. На Красной площади воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В 1940 году юным музыкантам впервые было доверено право открыть военный парад на Красной площади. Вот уже 85 лет барабанщики задают темп и ритм движения парадных расчетов. Командует парадным строем начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Вооруженных сил России и знамени Победы. Знаменную группу сопровождает почетный караул 3 видов вооруженных сил – сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Историческую часть парада открывают знаменные группы со штандартами 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. На Красной площади 45 боевых знамен прославленных соединений и воинских частей. Боевые реликвии в надежных руках продолжателей славных побед фронтовиков Великой Отечественной войны. На марше парадный расчет пехотинцев со знаменитыми винтовками Мосина. Вся тяжесть кровавых сражений легла на плечи солдата-пехотинца с честью вышедшего из них победителем. На брусчатке Красной площади летчики военных лет. Именно они в упорных воздушных боях завоевали господство в воздухе и развенчали миф о непобедимости фашистских асов. Военные моряки в годы войны стали образцом беспримерного мужества и отваги, массового героизма в ходе десантов и морских сражений. На марше военные саперы. Они первыми прокладывали путь войскам, возводили оборонительные рубежи, возвращали к мирной жизни освобожденные земли. На Красной площади войсковые разведчики. Смелость, стремительность действий, военная хитрость, слагаемые успеха разведчиков. В
первые дни войны неувидаемой славой покрыли себя воины-пограничники. Ни одна застава не отступила под ударами врага, приняв неравный бой до последнего патрона. Казаков представляет парадный расчет кубанского казачьего войска во главе с войсковым атаманом Александром Власовым. Более 600 тысяч казаков встали на битву с фашистскими захватчиками. На Красной площади в форме кавалеристов военных лет почетный эскорт президентского полка, службы коменданта Московского Кремля, Федеральной службы охраны Российской Федерации, гвардейские кавалерийские соединения участвовали во всех крупнейших сражениях, освобождали Вену, Берлин, Прагу. Первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества независимых государств. На Красной площади парадный расчет бригады «Командос Азербайджанской Республики». Возглавляет парадный расчет полковник-лейтенант Мамедов Самик Резван Аглу. Мимо трибун проходит парадный расчет 5-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Беларусь. Командует парадным расчетом полковник Николай Смехович. Вооруженные силы Республики Казахстан представляет парадный расчет десантно-штурмовых войск. Возглавляет парадный расчет полковник Алмаз Тулигенов. На марше военнослужащие батальона почетного караула Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской Республики. Возглавляет строй полковник Нурбек Дуйшенбаев. Вооруженные силы Республики Таджикистан представлены парадным расчетом десантно-штурмовой бригады мобильных войск. Командует парадным расчетом подполковник Рустам Шарифзада. На Красной площади рота почетного караула Министерства обороны Туркменистана. Возглавляет почетный караул генерал-майор Башмурат Бердыназаров. Мимо трибун проходит парадный расчет Вооруженных сил Республики Узбекистан. Возглавляет парадный расчет полковник Зафаржон Халикчаев. На марше военнослужащие дружественных армий. Открывают прохождение курсанты первого училища сухопутных войск Вьетнамской народной армии. Командует парадным расчетом подполковник Фам Кхак Жанг.
марше парадный расчет военной полиции Вооруженных сил Арабской Республики Египет. Возглавляет строй полковник Махмуд Аль-Харсави. Мимо трибун торжественным маршем проходит парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Возглавляет парадный строй старший полковник Чжу Вэймин. На Красной площади парадный расчет Народной армии Лаоса. Командует парадным расчетом подполковник Хон Вилайпхон. Перед трибунами проходит подразделение вооруженных сил Монголии. Возглавляет парадный расчет подполковник Энхбаатарын Билек Сайхан. Совершают прохождение подразделений дружественных армий военнослужащие представительных парадных частей Вооруженных сил Республики Союз Мьянма. Командует парадным расчетом подполковник Винг Тет Мин. На Красной площади юные участники парада. Мимо трибун торжественным маршем проходят воспитанники Московского Суворовского военного ордена почета училища. Возглавляет парадный расчет полковник Игорь Якимов. Училище воспитало 16 героев Советского Союза и России. По Красной площади проходит парадный расчет Тверского Суворовского военного училища. Во главе парадного расчета полковник Сергей Тунденков. За вклад в воспитание молодежи училище награждено орденом почета. На марше парадный расчет Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского ордена почета училища. Возглавляет парадный расчет вице-адмирал Алексей Максимчук. Тысячи флотских офицеров начинали постигать морскую науку в стенах училища. По Красной площади проходят воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Впереди парадного строя начальник корпуса, капитан первого ранга Николай Довбешко. 30 лет учебное заведение готовит будущую смену флотоводцев. На марше лучшие представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В ее рядах более 1 миллиона 800 тысяч юношей и девушек. Возглавляет парадный расчет участник специальной военной операции Никита Козлов. Юнармейцы бережно чтят и сохраняют историческую память о защитниках Отечества. Служат примером для своих сверстников. Под знаменами боевых частей проходят парадные расчеты участников специальной военной операции. Возглавляют парадные расчеты герои Российской Федерации, подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.
В парадном строю 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера Ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач. Открывают прохождение полка сухопутных войск слушатели Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный строй возглавляет начальник академии, герой России, генерал-полковник Геннадий Анашкин. Сегодня парадный расчет полностью представлен офицерами, участниками специальной военной операции, будущими полководцами российской армии. В строю герои Российской Федерации: Михаил Марцев, Алексей Мищенко, Михаил Попов, Айнур Сафиуллин. Мимо трибун проходят курсанты военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. Военный университет – единственное в стране высшее военно-учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов по военно-гуманитарным направлениям. В учебном заведении подготовлено свыше 230 тысяч офицеров. Более 300 из них удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Торжественным маршем по Красной площади проходит военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Илгар Кахраманов. Подразделения тыла обеспечивают бесперебойное снабжение армии всеми необходимыми средствами для достижения победы. Более 100 офицеров тыла удостоены звания Героя Советского Союза и России. На Красной площади курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Возглавляет парадный строй генерал-майор Олег Егоров. Сегодня артиллерийские и ракетные части под командованием выпускников Академии своей огневой мощью приближают нашу победу. Из стен Академии вышло более 100 героев Советского Союза и Российской Федерации. В парадном строю военнослужащие женщины. Командует парадным расчетом подполковник Мария Митяшина. Большинство участниц парада являются продолжательницами офицерских династий. Мимо трибун проходит полк воздушно-космических сил России. Их представляют офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров. 105 лет Академия готовит ведущих специалистов для советской и российской авиации и космонавтики. В преддверии 9 мая Академия первой среди военно-учебных заведений за заслуги в обеспечении безопасности и укреплении обороноспособности государства, подготовки квалифицированных военных кадров награждена орденом Александра Невского. Все эти годы выпускники Академии вносили значительный вклад в развитие отечественного воздухоплавания и космических программ. Достоянием всего человечества являются выпускники Академии, космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Свыше 1500 выпускников Академии по праву заслужили высокое звание Героев Советского Союза и Российской Федерации. 23 выпускника удостоены этого звания за подвиги, совершенные в ходе специальной военной операции.
Красной площади парадный расчет военно-космической академии под командованием начальника академии генерал-майора Анатолия Нестичука. Одно из старейших военно-учебных заведений России с гордостью носит имя конструктора первого самолета Александра Можайского, 200-летие которого в этом году отмечает страна. Сегодня Академия является основным учебным и научным учреждением по подготовке уникальных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России открывают прохождение курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова. Парадный расчет возглавляет капитан первого ранга Юрий Маринин. Училище – одно из лучших в системе подготовки кадров для военно-морского флота. На брусчатке Красной площади курсанты Высшего военно-морского инженерного училища. Возглавляет строй начальник училища контр-адмирал Андрей Клименко. Из стен учебного заведения вышло более 25 тысяч офицеров, инженеров корабельной службы. Перед трибунами проходят курсанты морского корпуса Петра Великого. Парадный расчет возглавляет начальник корпуса контр-адмирал Олег Игнасюк. Более 300 лет учебное заведение воспитывает выдающихся флотоводцев. Среди них адмиралы Ушаков, Нахимов, Кузнецов. В парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Павел Дудин. Свыше 20 тысяч выпускников училища проходили и проходят службу на всех флотах нашей страны. На Красной площади парадный расчет военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Впереди парадного расчета начальник академии генерал-лейтенант Игорь Афонин. За годы войны 66 выпускников Академии стали героями Советского Союза. Сегодня в стенах Академии готовят офицеров для новых ракетных комплексов, определяющих облик будущего вооружения ядерных сил России. Парадный расчет Серпуховского филиала Академии Петра Великого возглавляет полковник Сергей Семенов. Передовая учебная база позволяет готовить офицеров военно-технических специальностей для несения боевого дежурства на современных ракетных комплексах «Ярс» и «Авангард». На Красной площади курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Командует парадным расчетом начальник училища полковник Олег Пономарев. В парадном строю более 100 курсантов, отмеченных государственными наградами в ходе специальной военной операции. Свыше 60 тысяч выпускников училища своим героизмом и мужеством ковали славу воздушно-десантных войск. Более 200 из них стали героями Советского Союза и Российской Федерации. На марше Московский пограничный институт ФСБ России. Возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Михаил Чепик. Воины в зеленых фуражках всегда готовы первыми встать на пути врага, самоотверженно защищая границы страны. По Красной площади проходит парадный расчет инженерных войск в составе курсантов военно-инженерной академии Тюменского командного училища, лучших военнослужащих 1-й, 28-й и 45-й гвардейских бригад. Возглавляет строй начальник академии генерал-майор Андрей Круглов.
ходе проведения специальной военной операции военные инженеры успешно выполняют задачи по фортификационному оборудованию рубежей, наведению переправ, разминированию освобожденных территорий. На главной площади страны курсанты Академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Игорь Емельянов. 28 военнослужащих химических войск стали героями Советского Союза. 5 удостоены звания Героя России. Мимо трибун проходят военнослужащие 38-й железнодорожной бригады. Парадный строй возглавляет командир бригады полковник Игорь Орлов. На Красной площади парадный расчет военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет строй полковник Геннадий Макаров. Сегодня военнослужащие военной полиции успешно выполняют особые задачи в районе проведения специальной военной операции. На главной площади страны курсанты Академии гражданской защиты МЧС России имени генерал-лейтенанта Михайлика. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченков. 75 тысяч выпускников Академии достойно выполняют свой долг при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Торжественным маршем проходит парадный расчет отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Дмитрий Кузнецов. Со дня образования личный состав дивизии всегда проявлял чудеса стойкости, мужества и отваги. В рядах соединения 33 героя Советского Союза и России. Всероссийское казачье общество на Красной площади представлено парадными расчетами Терского казачьего войска и Всевеликого войска Донского. Возглавляет строй атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Более 45 тысяч казаков с честью отстаивают интересы России в специальной военной операции. 11 из них удостоены звания Героя России. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. В Грозном 41-м училище покрыло себя неувидаемой славой благодаря беспримерному мужеству и героизму кремлевских курсантов, ценой своей жизни остановивших фашистские дивизии на подступах к столице. Лучшие традиции российского воина живут и по сей день среди выпускников училища, офицеров российской армии. Подтверждение этому 135 выпускников училища, получивших звание Героя Советского Союза, Социалистического труда и Героя Российской Федерации. 28 из них за подвиги и ратные дела в ходе проведения специальной военной операции. Музыканты военного оркестра освобождают Красную площадь для прохождения механизированной колонны. Руководит оркестром главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин. В
В ходе парада военные музыканты исполняют более 40 музыкальных произведений. Красной площади начинает движение механизированная колонна. Ее составит 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны из современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. Открывают историческую часть парада легендарные танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки Су-100 под знаменем Первой гвардейской краснознаменной танковой армии. Командует исторической колонной капитан Александр Воробьев. В годы войны танкисты с боями дошли до Берлина, освободив более 130 городов Советского Союза, Польши и Германии. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. По Красной площади проходит колонна колесной техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в составе универсальных бронированных автомобилей многофункционального назначения «Тигр-М» и многоцелевых бронеавтомобилей с дополнительной защитой. Во главе колонны старший лейтенант Владислав Минченко. Мимо трибун проходит колонна бронированных защищенных автомобилей специального назначения, предназначенных для огневой поддержки, перевозки воинских подразделений и материальных средств в районах боевых действий и специальных операций. Руководит парадным строем майор Артем Швыдкин. На Красной площади представлены образцы специальных бронированных автомобилей с колесной формулой 4х4 и защищенных санитарных автомобилей «Линза», предназначенных для решения задач всестороннего обеспечения, поиска и эвакуации личного состава с поля боя. Возглавляет колонну майор Михаил Ехамов. Впервые по Красной площади проходит колонна боевых разведывательных машин БРМ-1К 136-го отдельного разведывательного батальона с новым боевым комплексом дистанционного управления и динамической защитой. Возглавляет парадный строй майор Сергей Шелпаков. По брусчатке Красной площади под командованием подполковника Евгения Филенкова проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского полка с боевым модулем «Бережок», включающим в себя 30-миллиметровую пушку, противотанковые средства и современную систему управления огнем. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-3 и перспективных БМП на гусеничной платформе «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха» 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады. Командует парадным расчетом подполковник Станислав Жуков. Боевые машины пехоты стали надежными помощниками мотострелков. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3М первого гвардейского Чертковского 6-орденоносного танкового полка. Возглавляет парадный расчет майор Павел Яковлев.
брусчатке колонна газотурбинных танков Т-80 БВМ 12-го гвардейского Шепетовского танкового полка во главе с майором Александром Габараевым. Красной площади колонна 1-го гвардейского Севастопольского мотострелкового полка. В ее составе современные образцы российской бронетанковой техники. Танки Т-90М «Прорыв». Командует расчетом майор Нафис Нуриахметов. Ракетные войска и артиллерию Вооруженных сил Российской Федерации представляет колонна 34-й гвардейской Перекопской артиллерийской дивизии в составе 152-мм самоходных гаубиц МСТА-С. Командует парадным расчетом майор Михаил Сизов. Боевые возможности самоходок позволяют расчетам уничтожать опорные пункты врага и боевую технику на максимальной дальности и в кратчайшее время. Впервые на Красной площади представлены новейшие 152-миллиметровые артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва» на колесном базовом шасси, а также современные образцы реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». Возглавляет парадный строй капитан Сергей Казаков. Огневая мощь представленных образцов позволяет нанести максимальное поражение противнику. На брусчатке Красной площади дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 448-й ракетной бригады имени конструктора ракетного оружия Сергея Непобедимого и 112-й гвардейской Новороссийской ракетной бригады, ратные подвиги которой отмечены 7 орденами. Во главе парадного расчета майор Александр Моисеев. Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и баражирующих боеприпасов. «Орлан-10», «Орлан-30», «Зала», «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Карпия» и «Герань». Командует колонной старший лейтенант Григорий Теплых. Все беспилотники нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции. На марше боевая техника воздушно-космических сил. В составе парадного расчета зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» 584-го гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Алексея Кривородько. Система С-400 позволяет решать любые задачи противовоздушной обороны, что подтверждено результатами практического применения в ходе специальной военной операции. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск. В составе колонны БМД-4 и БТР-НДМ «Ракушка» 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии. Ведет колонну майор Сергей Овчинников. Возможность совместного десантирования личного состава и боевых машин в любую точку боевых действий позволяют десантникам решать самые ответственные задачи командования.
На Красной площади колонна ракетных войск стратегического назначения. В составе парадного расчета 54-й дивизии автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Командует парадным расчетом подполковник Василий Меньшенин. Ракетный комплекс «Ярс» обладает возможностью скрытного размещения, преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Командует расчетом подполковник Дмитрий Ряписов. В составе уникальных пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. По традиции замыкают парадный строй 6 самолетов-штурмовиков Су-25, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. В финале военного парада сводный оркестр исполнит песню «День Победы». Посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, завершается. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 80-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура!